Сегодня у нас состоится встреча с лидером трезвеннического движения России, Союз борьбы за народную трезвость, Сажданом Владимиром Георгиевичем. Это человек, который объединил тысячи людей по всей России в борьбе за трезвый образ жизни. Фактически проблема очень серьезная, алкогольная. Нет такой семьи в России, где бы сегодня от нее не пострадали так или иначе. Главная цель встречи – обсудить стратегию трезвеннического движения России, проблемы, перспективы развития. Партия «Справедливая Россия» является одним из организаторов данной встречи. Я надеюсь, что трезвенническое движение Удмуртии и партия «Справедливая Россия» будут активно взаимодействовать во благо Удмуртии, граждан Удмуртии и всей России. Русскую интеллигенцию всегда мучило три сакраментальных вопроса. Что происходит, кто виноват и что делать? И вот сейчас эти вопросы в вопиющей остроте встали по отношению к алкогольной, табачно-наркотической проблеме. Итак, что происходит? По официальным данным, в 2012 году по прямым и косвенным причинам, связанным с употреблением алкоголя в России, погибло более 800 тысяч человек. Это прямые и косвенные потери от алкоголя 800 тысяч человек за год. Табак – безобидное занятие. Убил порядка 400 тысяч наших соотечественников. Они просто не дожили до того срока, до которого должны были дожить. Вот о чем идет слух. Другие наркотики – героин, гашиш, марихуана, спайс – порядка 100 тысяч убили наших соотечественников. Если все сложим, мы получим 1 300 000 человек. За год было уничтожено в России ведущейся против нашего народа алкогольно-табачно-наркотической войной. Сергей Королев, преподаватель Удмуртского государственного университета, член регионального совета партии «Справедливая Россия». Вы знаете, вот у нас говорят, трезвость непопулярна. Я 2 раза баллотировался в Государственный совет и фактически 2 раза набирал по 20% голосов избирателей. До победы не хватало, потому что приходится бороться, как правило, с генеральными директорами. Но фактически мои лозунги – это трезвая Удмуртия, и народ поддерживает. И если мы объединимся, то результаты будут, потому что нам нужны депутаты, которые бы действительно понимали интересы страны, интересы нашей Удмуртии. Далее хотелось бы сказать о том, что сейчас у нас региональным лидером партии является Юнусов, профессор Юнусов, доктор медицинских наук. Он 16 лет уже не употребляет алкоголь, к сожалению, его сегодня нет, потому что он в Москве. Так вот, и на данном этапе, Владимир Георгиевич, у нас наметилось в регионе сотрудничество между движением «За трезвую Удмуртию» и рядом партий, в том числе партии «Справедливая Россия». Хотелось бы в этом отношении, чтобы оно было плодотворным. Спасибо большое. Дорогие друзья, я рад обратиться к участникам конференции, которая происходит в Ижевске в эти дни в Удмуртии. Много таких конференций проходит сейчас по всей стране. К сожалению, я не могу лично участвовать, но рад поприветствовать вас с экрана нашего монитора, на который вы сейчас смотрите. Я бы очень хотел, чтобы действительно вся деятельность клубов трезвости, обществ трезвости была направлена именно на борьбу за трезвость. Не на борьбу с пьянством, алкоголизмом, не на борьбу с пьяницами. И бороться с ними – это бессмысленное дело на самом деле. А именно борьбу за трезвость. Это значит, в первую очередь, надо вести мощную пропагандистскую работу в молодежной среде, детской среде, среди руководства, среди депутатов. Нам надо просвещать, потому что в наших силах остановить это безумие, которое сейчас у нас есть на нашем свете. Мне говорят, иногда там пили всю жизнь, остановить это невозможно. Должен вам сказать, что 2/3 землян живут трезво, 2/3, и только 1/3 землян, она употребляет алкоголь.
Я раньше думал тоже, что только нас, русских, уничтожают алкоголем. Ну, понятно, 2 войны нас не смогли победить. 3-ю войну они боятся с нами начинать, мы ответим так, что мало никому не покажется. Ну, решили нас, как индейцев в Америке, просто споить и все. Все пробурено, все распахано, народ споен. Завози сюда новых негров, строй себе рай на земле. Ведь такую аферу они над индейцами в Америке очень успешно провернули. Но вы знаете, несколько лет назад я проехал всю Западную Европу. Я ахнул. Вымирают этнические немцы. Почти вымерли этнические французы. Вымирают бельгийцы, голландцы. И вот так я посмотрел на карту мира. А кто сейчас в мире на подъеме? В мире на подъеме сейчас 1 миллиард абсолютно трезвых индусов. В мире на подъеме 1,5 миллиарда трезвых китайцев. В мире на подъеме 2 миллиарда трезвых мусульман. А кто сейчас в мире деградирует и исчезает? А деградирует и исчезает белое пьющее население. И нас с вами, белых людей, на сегодняшний день на земном шаре осталось 8%. 8%. 100 лет назад 24% белый человек на земле составлял. И главное оружие геноцида белого человека – это алкоголь. И выяснилось, что мы не только за свой народ боремся, мы вообще боремся за спасение белого человека на земле. Меня много приглашают за границу, наши русские общины, всюду есть интернет. Меня приглашают как специалиста по восстановлению зрения. Но вы знаете, когда я туда приезжаю, основные разговоры ведутся именно об этом. Как молодежь спасти от этой чумы? Владимир Ильич, научите, подскажите. Вы знаете. Действительно, мы вооружены серьезной теорией трезвости, собриологии. На базе этой теории мы должны выступать, должны давать свои предложения. На базе этой теории мы должны спорить, потому что вся правда за нами. Какая была бы ни сила у алкогольной мафии. Но, как говорил святой праведный Александр Невский, Бог не в силе, но Бог в правде. И правда на нашей стороне. Поэтому я глубоко убежден, что отступать нам некуда. Позади нас наши предки, которые нам оставили такую великую, прекрасную страну. И наша задача – передать эту страну нашим детям и внукам трезвой. Вот хотелось бы, чтобы именно под таким лозунгом трезвости, здоровья нашим детям и обществу проходила ваша конференция. Еще раз поздравляю вас с таким важным событием для Удмуртии, для города Ижевска. Надеюсь, что конференция пройдет успешно, будут приняты соответствующие обращения. Я думаю, на эти обращения так или иначе отреагирует ваша республиканская и городская власть. Очень на это надеюсь. Ориентирую вас на конструктивное сотрудничество со всеми силами, которые борются за трезвость. Вместе мы победим. Спасибо вам большое. Только что прошла встреча с знаменитым профессором Владимиром Георгиевичем Ждановым. Эта встреча ознаменовалась тем, что люди начинают просыпаться в Удмуртии, в Ижевске. И сегодня проблема трезвости, проблема здорового образа жизни, она выходит на первый план. Я очень рад, что эта встреча состоялась. Были разобраны многие вопросы, которые волнуют не только взрослое население, но и молодежь. И наше молодежное движение «Молодежь за трезвую Удмуртию» наши активисты очень рады, что эта встреча наконец-то состоялась.